Не устаю удивляться. История нашей страны, подчеркну, очень непростая история, к которой нужно относиться трепетно, внимательно и, главное, осторожно. Она продолжает испытывать грубое вмешательство сиюминутных политических интересов. Ну, возьмите хотя бы памятники Ивану Грозному, которые сегодня ставят все, кому не лень. Наши предки были гораздо более рассудительными. В дореволюционной историографии у Ивана Грозного была отрицательная репутация кровавого и жестокого тирана, который при наличии, безусловно, положительных деяний, укрупнения российского государства, укрепления его границ, причинил своей стране много бед и страданий. Именно поэтому на памятнике тысячелетия России, который был сооружен в Великом Новгороде в 1862 году, нет изображения Ивана Грозного. Тогда совершенно справедливо посчитали неуместным увековечивать неоднозначную историческую фигуру. Памятники Грозному не ставили ни в Советском Союзе, ни в дореволюционной России. Сегодня их уже несколько. Давайте еще вспомним парламентариев Калужской области, подготовивших законодательную инициативу в Госдуму о внесении изменений в Федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России, чтобы утвердить на федеральном уровне день окончания Великого Стояния на Угре как государственный праздник. Тогда, опять же, на федеральном уровне хватило мудрости не принимать скоропалительные решения. Но необдуманные, я бы даже сказал, опасное вмешательство политиков в историю продолжается. И вот уже Мособлдуме выступает с инициативой об установлении федеральной памятной даты битвы при Молодях, как День Победы русского войска над ордой крымского хана Давлета-Гирея. Но подождите, уважаемые московские депутаты, может, стоит немного подумать, спрогнозировать последствия, проявить общегосударственный, а не узкоместечковый подход. На будущий год Россия будет отмечать десятилетие добровольного вхождения Крыма в состав Российской Федерации. А теперь зададим главный вопрос. Федеральная памятная дата День Победы над крымским ханом Давлет-Гиреем будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия между народами России. Она укрепит наше единство, улучшит взаимопонимание людей разных национальностей в том же Крыму. Ответ для меня очевиден, и он отрицательный. Ну зачем устанавливать праздники, которые будут разъединять людей, даже детей в классах, создавать ненужное напряжение, когда и так все очень непросто? Я уже устал повторять, национальный вопрос в нашей стране – это очень тонкая материя. К нему надо подходить очень взвешенно, бережно и аккуратно, особенно когда это касается нашей совместной истории.